Доброе утро, дорогие друзья! В эфире НВК «Саха», передача «Новый день». В последующие минуты вы узнаете много интересной и актуальной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в центральных Улусах в 6 часов утра плюс 17, плюс 18 градусов. Днем ожидается температура воздуха плюс 26, плюс 27. Заречье плюс 18, плюс 20 утром, плюс 26, плюс 27 днем. Южные Улусы плюс 12, плюс 17 утром, плюс 20, плюс 21 днем. Вилюйские Улусы плюс 14, плюс 19 утром, ну а днем плюс 27, плюс 28. Нижнеленские Улусы плюс 19 утром, днем плюс 27, плюс 29. Западные Улусы утром плюс 14, плюс 15, днем плюс 26. Колым-Андигирские Улусы плюс 9, плюс 18 утром и плюс 7, плюс 25 днем. Янские Улусы плюс 13, плюс 21 утром, а днем плюс 17, плюс 25. Северо-западные Улусы плюс 14, плюс 15 утром, днем плюс 14, плюс 21. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 16 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 25, плюс 27 градусов. Друзья, коронавирус еще не отступил. Данная инфекция вносит коррективы в планы многих людей. О том, чего стоит опасаться и как жить после выздоровления, нам расскажет директор некоммерческой организации «Индустрия будущего», руководитель инициативы «Жизнь после ковид» Иван Степанов. Иван, доброе утро! Доброе утро всем! Ну что ж, Иван, мы знаем то, что ты ведешь YouTube-канал, который продолжает набирать популярность, и ты рассказываешь на этом канале, как же вот жить после ковида. Ну что ж, расскажи подробнее об этом канале, что же ты рассказываешь помимо этого. Власий, спасибо за вопрос. Значит, YouTube-канал, он был создан с одной стороны внезапно, с другой как бы с пониманием того, что нужно освещать о том, что происходит у людей после того, как человек выздоровел, после того, как он выписался из больницы. Ну и в целом, ведь у нас много всего вот в рамках нашей деятельности, да, наших проектов, будь то цифровая платформа One Click Якутия, будь то это пространство «Точка кипения Якутск», много всего происходит. И в том числе мы там говорим, как жить в условиях пандемии. И мы ранее начали работать, с апреля месяца проводить разные мероприятия, там специальный раздел для этого еще на платформе создали. И я понимаю, вот, да, как человек, который занимается этими проектами, что можно много всего делать. И об этом нужно говорить. И современный инструмент для этого – это YouTube-канал. Ну и это хорошая возможность для того, чтобы пощупать, скажем так, это пространство, YouTube-пространство, где можно разные темы говорить, разные вопросы поднимать. И в частности, вот YouTube-канал «Жизнь после ковид» говорит об актуальной теме на сегодняшний день. Актуальна она не только в Якутске, да, но и во всей стране, ну и в глубинках, да. Важно, вот, что я понимаю, да, важно, чтобы люди были информированы, да, максимально, и они знали, где можно получить информацию, достоверную информацию, информацию из первых уст, и канал об этом. А на канале очень много, ну, относительно много плейлистов, и потихонечку заполняется. Канал запустился буквально, наверное, там 2 недели тому назад. И самые такие выпуски, которые сейчас появляются, это, значит, в рамках вот серии «Дневник переболевшего COVID-19». На ежедневной основе я вот записываю в условиях сейчас сельской местности свои вот эти выпуски. И также иногда получается сделать монтаж интересный, необычный, а иногда просто это записи, да. И это все как бы исходит от себя в первую очередь. Это не то, что вот там какая-то задача поставлена или что-нибудь такое. Нет, совсем не так. Это моя вот, возможно, гражданская такая позиция, но при этом так или иначе
в рамках и точки пения, и One Click мы много всего делаем, и на канале тоже об этом говорится. Например, там есть интервью, ну, можно назвать, да, интервью, у нас проходит на онлайн-встрече, на тему, опять же, жизнь после ковид. И вчера был главный внештатный невролог Минздрава нашей республики, до этого еще позавчера тоже был специалист, который нам рассказывал о том, что же происходит вообще и в мире, и в Якутии с ковидом, и как нужно людям реабилитироваться. Вот. Много будем говорить про реабилитацию в рамках этого канала. Давайте, готов дальше еще ответить на вопросы. Конечно, но, Иван, действительно, YouTube — это очень удобная платформа, да, которая всегда доступна. Ну, например, просто можно в любой момент зайти и действительно посмотреть интересующие тебя материалы. Мы знаем то, что ты сам тоже столкнулся с инфекцией ковид лицом к лицу, переболел, выздоровел, и как раз-таки записывал видео, дневник. Самый популярный, да, пока цикл видео на твоем канале. Момент, когда ты лежал в больнице, насколько ты сам нуждался в этой информационной осведомленности, именно не просто официальной информации, да, нужда, а именно в опыте людей. Да. Информацию я черпал всюду, буквально всюду. От соседей по палате, от людей в коридоре, от переболевшего, на тот момент болеющего, лечащегося человека, это хирург, тоже в связи с профессиональной деятельностью человек, к сожалению, да, попал в число заболевших. И буквально даже когда вы ехали на КТ, на снимок КТ, в машине скорой помощи сидишь, есть другие люди, которые тоже, как и я, находились в такой ситуации. И мы разговаривали, обменивались информацией. Столько всего на самом деле информации, которая есть у людей, скажем, да. И мы же все как магнит черпаем, ищем информацию в интернете, в мессенджерах, от людей других. И эту информацию собирал, и не то чтобы даже собирал, но само по себе приходило. И то время, которое у меня было связано с лечением, с борьбой с этой болезнью, она была в основном-то вокруг, информационное поле мое было именно вокруг всего этого. И я думал, надо об этом дальше рассказывать. Я сам информацию, специально вначале не искал. Когда заболел или до того, как, заболеть, я и не знал, что заболею, я специально не смотрел, не искал. Я даже не знал, какие анализы бывают. Да, я слушал, люди сдают, мазок, туда-сюда, ПЦР и прочее. Еще про степень поражения легких не знал. Вообще не знал, как протекает эта болезнь. И вначале у меня не было информации, и я не искал. Я как-то особо даже и не верил в то, что я заболел в первые эти дни, первые 5 дней. И даже себя настраивал на то, что это действительно просто простуда, обычный грипп. И до момента, когда стали известны результаты ПЦР, я не верил, если честно. Не хотел, возможно, верить. Это на самом деле нормально, это психологическая такая защита человека. Информации не хватало, искал, находил, а потом понял, что надо дальше рассказывать через все возможные ресурсы. В первую очередь это Инстаграм-профиль. Первый пост достаточно был такой, откровенный. И достаточно такой, резонанс получил общественный. А потом Телеграм-канал появился. Просто тоже, находясь в больнице, создал этот канал, грубо говоря. Ну что ж, Иван, получается, вы сейчас базируетесь не только на YouTube, но и на других платформах, интернет-платформах. И, собственно, рассказываете, да, о том, через что проходит человек, когда он попадает в больницу с этим диагнозом и что происходит после. Ну что ж, Иван, благодарим вас за то, что нашли время и приняли участие в нашем разговоре. Мы желаем вам удачи в ваших дальнейших творческих начинаниях.
Ну а мы, друзья, идем далее. Конечно же, призываем вас обратить внимание на канал «Жизнь после ковид». Мы сейчас перейдем к кинообзору. Друзья, сегодня 7-й день августа, и в честь последнего месяца лета мы подготовили вам специальную киноподборку. Название представленных фильмов запомнить не составит труда, так как у них, собственно, одно название. Давайте посмотрим. Жизнь очень длинная. Т.С. Эллиот. В последние годы семья Уэстон редко собирается вместе, однако теперь повод для воссоединения очень веский. Отец семейства, писатель, страдающий зависимостью от алкоголя, ушел из родного дома в неизвестном направлении. Его супруга настолько крепко сидит на успокоительном, что почти не отдает себе отчет в том, что происходит. 3 дочери со своими спутниками приезжают поддержать мать, но оказываются затянутыми в водоворот страстей, когда каждый вдруг выплескивает на своих родных все накопленные за многие годы обиды. Кажущееся благополучие женщин рассыпается мелкими осколками под жарким августовским солнцем Оклахомы. Хорошо, что нам не дано знать будущее. Иначе мы вовсе не поднимались бы из постели. Август. Когда события нанизываются одно на другое, когда каждая минута ставит тебя перед выбором, когда жизнь и смерть становятся частью страшной компьютерной игры, пульт от которой в чужих руках, тогда ты начинаешь действовать так, будто каждая минута последняя. Ксения была вполне довольна жизнью. Несмотря на развод с мужем, она очень любит своего сына, а забота о нем делает каждый день ярче. Однако отец мальчика, служащий в миротворческих войсках, просит отправить к нему малыша на пару дней, гарантируя его безопасность. Ксения соглашается, но по злой иронии судьбы именно в это время начинается жестокая современная война, и только любящая мать может броситься в самый эпицентр боевых действий ради спасения своего ребенка. Я верю в музыку, как другие дети верят в сказки. Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребенок Август Раш по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одном из нью-йоркских приютов. 12 лет спустя он, необыкновенный и талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей. Единственной возможностью для этого он считает свою музыку. Юный музыкант верит, что если он будет играть, его родители смогут узнать и найти его по музыке. Теперь, опекаемый загадочным незнакомцем, он играет на улицах Нью-Йорка и пытается найти родителей, которых он никогда не видел, с помощью своего исключительного музыкального дара. Можешь мне не верить, но я его слышу. Клянусь, я его слышу. Надо только прислушаться. Август Раш. Друзья, спорт продолжает возвращаться в прежний режим, а это значит, нам есть о чем вам рассказать. Мы подготовили для вас обзор спортивных новостей. Давайте посмотрим. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса. К такому решению наблюдательный совет пришел по итогам проверки аудиторской компании, которая выявила нарушение финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Вопрос об увольнении Гануса будет рассмотрен учредителями организации в ближайшее время на общем собрании.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал утопить Джастина Гейджа в их предстоящем поединке. Об этом российский спортсмен написал в Инстаграм. Помимо этого, Хабиб отметил, что Джастин отличный человек и соперник. Напомним, бой между ними состоится 24 октября. В последний раз российский боец выходил на октагон 7 сентября 2019 года, когда защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. На счету Гейджа 24 победы и 2 поражения. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в открытом чемпионате США. Об этом спортсменка сообщила в своей инстаграм-странице. Павлюченкова отметила, что к такому решению она пришла из-за чувства заботы о своем здоровье в период пандемии. Отметим, что 29-летняя россиянка впервые в карьере пропустит US Open. Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября. В данный момент Павлюченкова занимает 30-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Перейдем к событиям нашего региона. Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина впервые может не состояться. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Дело в том, что исполком Объединенного мира борьбы из-за пандемии коронавируса принял решение не проводить в сроки, запланированные на сентябрь-октябрь, соревнования. Однако не исключено, что в случае улучшения ситуации мемориал Коркина будет проведен ближе к концу текущего года. Следующее заседание исполкома ЮВВ касательно календаря пройдет в сентябре. Якутяне готовятся принять участие в чемпионате мира по игре ГО. 41-е по счету мировое первенство пройдет со 2 по 9 июня 2021 года на острове Русский. Участие в соревнованиях примут представители 77 стран. Как сообщает «Спорт Якутии», команда республики состоит из 3 человек. Еще 2 участника числятся в запасе. Отмечается, что в рамках подготовки к чемпионату мира якутяне выступят в 4 турнирах российского масштаба. Друзья, продолжаем тему спорта, ведь у нас есть замечательный повод. Завтра вся страна будет праздновать настоящий праздник физической активности и спорта – День физкультурника. О том, какая же программа ждет якутян, нам расскажет заместитель министра по физической культуре и спорту Александр Бугаев. Александр, доброе утро! Доброе утро, власти, доброе утро, дорогие телезрители. Да, ну что ж, завтра у нас замечательный праздник. И вот расскажите о программе, что же ждет любителей спорта и не только. Да, дорогие друзья, ну да, действительно, завтра мы отмечаем Всероссийский государственный праздник День физкультурника. Да, и в этом году День физкультурника посвящен Всероссийскому олимпийскому дню, потому что 40 лет назад... 40 лет назад, в июле месяце прошла Московская Олимпиада. Конечно, надо тут отметить, что все-таки в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса, поэтому у нас в республике в этом году этот праздник будет отмечаться, скажем так, в смешанном формате, да. Вот где в тех районах, где нету коронавируса, День физкультурника пройдет в традиционном формате, будут проводиться спортивно-массовые мероприятия, соревнования будут проводиться, мастер-классы, да, в традиционном формате. А в городе Якутске и в тех районах, к сожалению, где все-таки сейчас вот есть ограничения в связи с коронавирусом, да, мы проводим в онлайн-формате. Значит, поэтому я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить телеканал НВК Саха. Мы завтра в течение дня НВК Саха будет транслировать и из архивных данных телепередачи, спортивные передачи, соревнования. Также мы проводим онлайн-соревнования по различным видам спорта, таким как, например, по якутским настольным играм Хаблы-Хамуска. Будут проводиться соревнования, онлайн-соревнования по гиревому спорту. Эта дата тоже в этом году особенная, и она по всей России будет широко проводиться, вот эти соревнования, потому что они посвящены в этом году 135-летию основания гиревого спорта в Российской Федерации. Ну и онлайн мастер-классы, видеоуроки. В общем, в таком формате, в онлайн-формате у нас в этом году будет проводиться День физкультурника в Республике Саха-Якутия. Да, несмотря на ограничительные меры, все же нас ждет насыщенная программа. Но мы знаем то, что также будет завтра в честь праздника запущен челлендж под названием «Я выбираю спорт». Что нужно сделать для того, чтобы принять в нем участие, и что из себя, собственно, представляет этот челлендж? Да, Власий, да. Прежде чем
рассказать об этом, да, хочу сказать, что все-таки, как говорится, нет худа без добра, да, все-таки, вот я уже как сказал, мы максимально через интернет-просторы будем выходить, через телевидение будем выходить, поэтому мы все-таки охват людей, мы предполагаем, будет большой, и вся республика будет смотреть по телевидению, да, и, значит, в этой связи мы тоже через интернет, через социальные сети, Инстаграм запустили, уже вот неделю проводим челлендж «Я выбираю спорт». Здесь может участвовать любой житель республики, да, и сейчас не поздно, можете, дорогие телезрители, дорогие якутяне, снять маленький, прямо у себя на телефоне, смартфоне, снять маленький видеоролик о занятиях физической культурой и спортом, как себя, и так и членов семьи, да, и друзей, и товарищей, и это выложить в Инстаграм, значит, и отметить Инстаграм-страницу нашего министерства республики, и отметить хэштегом «День ПК в Якутии 2020». И тем самым, значит, принять участие и внести свою лепту в этот всенародный праздник Дня физкультурника. Ну и, конечно же, передать эстафету своим друзьям, товарищам, коллегам. Да, очень простой и интересный способ действительно стать участником, да, этого грядущего большого праздника. Но еще хотелось бы спросить, вот, какую работу ведет сейчас Министерство по физической культуре и спорту вот, в период ограничительных мер? Вот, что касается соревнований, есть ли, например, какие-нибудь турниры, которые находятся на стадии организации, и известны ли вот, примерные даты? Да, так же, как и другие ведомства, министерства и ведомства, мы вот с марта месяца перешли в онлайн-формат, да, что касается непосредственно работы министерства. Значит, и проводятся онлайн-тренировки. Мы уже третий сезон, да, вот летнего спортивного лагеря наших детей, спортивных школ тоже третий сезон проводим в дистанционном формате, к сожалению, да. Значит, но вместе с тем, значит, идет большая работа по подготовке нормативно-правовых документов, идет дальнейшая реализация федерального проекта «Спорт. Норма жизни». По этому проекту мы в республике строится два больших объекта. Это спортивный комплекс с плавательным бассейном в поселке Нижний Бестях, строится физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бердигестях. Вы знаете, что в следующем году, в 2021 году, пройдут в селе Бердигестях 21-е игры Манчары по национальным видам спорта. Так, что касается спортивных мероприятий, все наши учреждения, все наши объекты и муниципальные районы, они готовы. Как только снимется вот ограничение с коронавируса, мы возобновим наши чемпионаты. У нас еще впереди большое количество, около 30 чемпионатов республики по тем или иным видам спорта. Также у нас впереди кросс нации. Мы очень надеемся, что вся Россия будет в этот день бега, мы все встанем и будем участвовать в этом кроссе наций. Да. Также осенью планируем, который весной, к сожалению, состоялся всероссийские соревнования лыжня России. Поэтому вот ряд мероприятий, которые перенесены, все они, как говорится, уже наготове, мы готовы. И как только снимется ограничения, мы возобновим все наши мероприятия. И, конечно же, мы дальше возобновим прием, выполнения нормативов комплекса ГТО, готов к труду и обороне. Да, действительно, все мы надеемся, что вот спорт вернется в привычный для нас, да, режим как можно скорее. Вот что касается именно массового спорта, совсем недавно президент страны Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, вот, в котором как раз-таки говорится о том, что количество систематически занимающихся спортом россиян должно увеличиться до 70%. Вот хотелось бы узнать, каковы цифры у нас в регионе и как ведется работа в этом плане. Да, в нашей республике по итогам 2019 года, по федеральным статистическим данным, количество систематически занимающихся равняется 41,5%. Да? И это действительно, вот этот указ нашего президента Владимира Путина, это очень серьезная задача, да, амбициозная задача, 70% к 2030 году. Но это не просто голая цифра, я хочу сказать, а за этой цифрой стоит очень большая работа. Но мы надеемся и уверены, что, значит, мы думаем, что привлечены средства, федеральные средства, да, потому что, скажем так, на голом энтузиазме, да, вот этого показателя 70% сейсмических занимающихся достичь будет очень трудно. Поэтому мы должны будем строить большое количество спортивных объектов по нашей республике, да. Вы знаете, что у нас вот крайний север, северный район, где это очень труднодоступные места,
вот где поставка одного вот материала строительного материала очень большие, дорогие, да, вот поэтому все-таки тут большая работа будет проводиться. Ну и, конечно, вот дальнейшая реализация спорт норма жизни, да, и выполнение всех наших вот нормативов ГТО и проведение всех спортивно-массовых мероприятий. Да, действительно, вот, Александр, хочу задать такой вопрос. Я думаю, никто не будет, да, спорить с тем, что наша республика является одним из самых спортивных субъектов Российской Федерации, где очень любят и высоко чтят феномен спорта, да, любят спорт во всех его проявлениях. Массово действительно люди занимаются спортом, и старый, и млад. Как вы думаете, с чем это связано? Да, ну действительно, каждый якутянин, да, начиная от маленького ребенка до глубокого, старика, значит, мы все очень любим спорт. Ну, конечно, я думаю, что это, во-первых, связано, мы продолжаем и передаем вот наши традиции, да, вот нашу национальную культуру, вот наши вот, когда наши на национальных праздниках всех вот наши народные игры, соревнования, мы очень, да, сильно продвигаем национальные виды спорта, мы продвигаем наш вид спорта мастер-дэй, мастер-рестлинг по всему миру, да. Потом, это первое. Во-вторых, у нас еще с советских времен есть наши олимпийские чемпионы, олимпийские призеры, наши именитые борцы Роман Дмитриев, Павел Пеникин, Александр Иванов. У нас есть бронзовый призер по боксу Георгий Балакшин, да. Большое количество чемпионов мира, Европы, России, да. Мастера спорта, международники, заслуженные мастера спорта. У нас есть паралимпийские чемпионы. Вот это все дает, да, вот подрастающему поколению большой импульс для занятия физкультурой и спортом. Да, вот, ну как после этого не любить спорт, физкультуру и, да, самому, скажем так, одеть спортивную форму, да, и выйти на спортивную площадку, на спортивную дорожку. Я хочу сказать, что это у нас у всех якутян заложено уже генетически в крови. Вот именно любить спорт, заниматься спортом, физкультурой. Да, действительно, есть на кого равняться, и это самое главное. Ну что ж, остается совсем у нас мало времени. Александр, у вас сейчас есть возможность поздравить якутян с предстоящим праздником. Дорогие якутяне, сограждане, День физкультурника – это всенародный праздник, который объединяет людей разных возрастов, да, от нашего возраста до старшего возраста, да, и объединяет людей всех профессий, да. Поэтому я абсолютно всех якутян поздравляю с наступающим всероссийским праздником, государственным праздником, да, желаю вам счастья, здоровья, долголетия, благополучия, любите спорт, занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой. Да, ну что ж, спасибо, Александр. Я присоединяюсь к этим поздравлениям и хочу пожелать вам, дорогие телезрители, хорошего дня. Эфир продолжит Сангакюн и мои коллеги.